Провокация как инструмент, подавление как спецслужбы фабрикуют дела. Правозащитная организация неоднократно сообщили о случаях, когда сотрудники ФСБ и их агенты-провокаторы занимаются прямым подстрекательством к совершению противоправных действий через соцсети. Вместо того, чтобы бороться с реальными преступниками, оперативники создают фальшивые аккаунты, вводят доверие к молодым людям и провоцируют их на действия, которые затем квалифицируются как преступления за якобы раскрытие этих преступлений, они получают звания и должности. Ярким примером является дело Толпыгина И.А. Рассмотрение в городе Орле в июне 2024 года молодой человек был обвинен в сотрудничестве с представителем Украины и получил 4 года лишения свободы. При этом из материалов суда очевидно, что представитель Украины, с которым Толпыгин общался в Телеграм, на самом деле был агентом-провокатором ФСБ, действующим в рамках оперативного эксперимента. Этот случай лишь один из многих, где службы сами нарушают закон об оперативно-розыскной деятельности. Понимаете? Вот до такой степени они доходят, блядь, за какую-то канитель сажать людей. Зачем это надо, блядь? Меня удивляет, блядь, обычного человека рушат, блядь, его судьбу, блядь. Потом после этого, блядь, вот, я не знаю, нахуя там жить вообще в этой сраной стране, блядь, когда от тебя делают какого-то овоща, блядь, фрукт, нахуй, блядь. Это как лоботомия, если кто смотрел фильм «Лоботомия», нахуй. Вот так хуякс, нахуй, молотком, блядь, тебе, нахуй, с острым, блядь, поебутиной, в лоб, нахуй, блядь. Все, ты дальтоник, нахуй, блядь, становишься, блядь. Тебе похуй, блядь, нахуй. Вот такая хуйня, блядь. А в том фильме «Лоботомия» рассказывалось о том, как какое-то, блядь, старое время, какой-то хуй, а, в какой-то закрытой школе, какая-то закрытая школа, балерины, блядь, какие-то балерины там, блядь, одни какие-то. И вот этот хуй, блядь, всем балеринам делал лоботомию. И они все овощи, нахуй. Все его слушали, блядь. Короче, балерина, его собственные балерины, короче говоря. Я примерно так понимал этот фильм, блядь. Это лоботомия, нахуй. Это. То ли он только одну делал, я не помню, блядь. Но полная, короче, шиза там конкретно у людей, блядь. И вот то же самое, только это чуть-чуть другой метод, нахуй, блядь. Интернет, так скажем, уже метод. Как бы не физический, а так, умственный нападение. Так. Этот случай лишь один из многих, да, читал я? Об оперативно-розыскной деятельности, строго запрещающий подстрекательство и провоцирование преступлений. Еще более вопиющим является дело нового величия, где внедренный в интернет-сообщество агент ФСБ сам создал реальную группу из несовершеннолетних, спровоцировал их на противоправные действия и затем подвел под серьезную уголовную статью. Цель таких действий очевидна: запугать население, вот теперь ответы говорят, подавить любое инакомыслие и заставить людей молчать. Властям сегодня уже не обязательно расстреливать миллионы человек, как это было в 1937 году. Наш век информации с чекистом для этого достаточно спровоцировать и демонстративно, показательно, жестко наказать несколько сотен человек. Примером это стали ваймакские события, когда власти спровоцировали башкир, мешавших олигархам грабить ресурсы республики. Это вылилось в итоге в самый крупный политический процесс в истории современной России с непропорционально суровыми приговорами, заброшенные снежки полностью экипированных ОМОНцев. Как защититься от провокаций? Провокаторы часто сами идут на контакт, представляясь единомышленниками. Они пишут в соцсетях, пытаются войти в доверие к тем, кто оставляет негативные комментарии или состоит в протестных сообществах. В таких условиях важно помнить о личной безопасности. Не стоит доверять тем, кто активно предлагает участие в сомнительных акциях. Настоящая борьба за свободу — это не спонтанный демонстративный протест, а систематическая работа по распространению идей независимости и участия в деятельности башкирского национального освободительного движения. Башкирстан заслуживает свободы, и мы должны готовиться к тому, чтобы отстоять ее. Башкирстан больше не будет колониальным придатком Москвы. Башкиры больше не будут младшими братьями русских. Мы не должны оставаться в положении второсортного народа своей же республики. Ну, правильные слова, я согласен. Путь к свободе может быть долгим, но неизбежен. Все империи рано или поздно рушатся. Мы должны быть готовы к этому моменту. Мы заслуживаем свободы, и мы ее добьемся. Позывной Кпсак. Ну это понятно, башкирское сопротивление, позывной Кпсак какой-то пишет. Что я могу сказать? Каким-то моментом я с ним согласен, понятно, но, блясана, вот Харбер Манашул Кишлярда, который вот призывает какие-то действия делать, да, нету того принципиального призыва, который я вам постоянно говорю. Взять в руки оружие, идти на Москву. Вот наша задача. Коротко и ясно. Не надо его нахуй мусолить, блядь, блядь. Типа, вот давай вот это потом, вот это, блядь. Не надо, блядь, опять делать велосипед нахуй. Он есть уже, блядь. Надо делать все конкретно нахуй. Уфа, Москва, пизда, все, капут нахуй. Как немцы говорят, капут махан. Әллә нәрсәләр нахуй чукыр бирергә түгел инде нахуй. Без чукырган түгел инде, блядь. Нахуй. Барып просто нахуй иман гына укытырга кирәк, понимаете? И все, блядь. Барып иман укытып кайтырга кирәк Мәскәүгә. Во. Военная прокуратура признала подделку подписи срочников военных контрактов. В результате проверки в 5 воинских частях в Чебаркуле, блядь, опять Чебаркуль, заебал это Чебаркуль нахуй, выяснилось, что командование подделывало подписи срочников, чтобы выполнить план по набору контрактников. Об этом сообщили в правозащитной организации школы призывника. Военная прокуратура Чебаркульского гарнизона подтвердила факты подделки подписи и обмана солдат в частях, блядь, дохуя частей там. Например, в части 87441 срочникам дали подписать контракты без предварительной подготовки, а в некоторых случаях подписи ставили без ведома самих солдат. Это само собой, блядь, а? Это, ну, это, я не знаю, блядь, детский сад пишут вот такую хуйню, блядь. Понятно, блядь, что никто... Я вообще, блядь, я не могу понять, блядь, одну вещь, блядь. Когда я пошел в армию, я 2 года служил, мне давали какие-то бумаги подписать, порой я не понимал, зачем я его подписываю вообще, блядь. Реально там какие-то, блядь, договора, какие-то, блядь, какую-то хуйню, блядь. Потом еще ты приходишь, когда в часть, когда ты приходишь с одной части на другую часть, там тоже, нахуй, ты подписываешь какие-то, блядь, нахуй, бумаги, блядь. Я вот чуть-чуть вспоминаю, ну, считайте, блядь, сколько, сука, 20 лет, нахуй, прошло, блядь. Я 20 лет тому назад ходил, блядь. И прикиньте, блядь, сука, 20 лет прошло, охуеть. 20 лет прошло, 20 лет, ебаный рот. Охуеть. Короче, я помню, блядь, коптерку, самое главное, блядь, коптерку нахуй. В эту коптерку нахуй нас, каждого нахуй по одному заводили туда нахуй. И толпой нахуй пытались нас пиздить, блядь. Толпой, блядь. Вот это я точно помню нахуй, блядь. Эти сраные нахуй летехи ничего не делали нахуй, когда дембеля на нас наезжали, блядь. Я просто хуею в вот момент этот, что не были люди, которые дали бы им отпор, блядь. У нас не было вот этого момента, помню. И понимая это, постоянно нахуй я был, блядь, на рамсах, блядь. Постоянно нахуй, блядь. Вот это хуярение, блядь, в драке нахуй, блядь. Я помню, блядь, моменты, вроде бы нахуй, блядь, на полигон или куда-то, блядь, идешь, ты подписываешь документ, блядь. То ли нахуй от происшествий подписываешь. Я не понимал, от чего мы подписываем документы. Дадут вот так, блядь, хип вот такой документ, нахуй.
иди подписывай, нахуй. Нахуя мы подписывали, я не могу понять, нахуй. Я не знаю, вот почему-то. А у нас же военный билет был, блядь. Хули ты, что делать, блядь? Военный билет есть, блядь, нахуй что подписывать? Ну вот, мне кажется, мы подписывали, блядь, в том, что если мы идем на полигон, с нами что-то происходит, типа они не виноваты. Мне кажется, мы тут такие бумаги подписывали. Типа им похуй, блядь, типа что-то в этом роде. Чтобы потом не было претензий этой военной части там, или этой роте, нахуй, капитану этому роте, блядь, ну и что-то в этом роде. Мне кажется, мы вот такую хуйню подписывали. Поэтому здесь то, что они говорят, что-то они подписывают и как бы без подписи дают, это нормально. Это у них еще нормально, блядь, нахуй. То, что им еще дают что-то делать. А в нашем, наверное, моменте было, в обычной армии, блядь, даже у нас ничего не спрашивали, блядь, подписать, не подписать, им было похуй, блядь, до твоей подписи, потому что любое движение твое уже в счет их идет, потому что ты уже, ну, как сказать, ну, рядовой, не могу сказать, не рядовой, ты солдат, все, ты, так скажем, блядь, мученик их, блядь, нахуй. Они с тобой будут делать 2 года, что хотят. Все, ты ничего не можешь делать. Ты можешь только дать пизды кому-нибудь и уйдешь на дисбат, блядь. А в дисбате еще хуже. Вот давайте вот дочитаю уж. По итогам проверки прокуратура потребовала расторгнуть контракты с 13 срочниками. Руководство отказалось выполнить это требование, заявив, что формальных преград для заключения контракта не было, а родственники просто недовольны решением своих детей. О, видите, какие уже отмазки пошли. Родные срочников утверждают, что около 40 человек заключили контракты под давлением. Некоторые угрожали отправить на фронт, если они не подпишут контракт. Некоторых уже отправили в зону боевых действий, в том числе в Белгородскую область. Вот и все, блядь. Понимаете, там нет закона. Я не могу до сих пор донести вам, блядь, Башкортостан, блядь, Татарстанка, вот особенно я говорю, блядь, вы живете не в государственной стране. Там нет, блядь, во-первых, там нет государства, и во-вторых, там нет закона, блядь, чтобы оно исполнялось. Потому что, блядь, нахуй, это мафиозная вот эта вся поебутина, бандитский Петербург у него, блядь, в голове у этого Путера, блядь. Поэтому вы не можете, блядь, нахуй, сойти, так скажем, со своим, нахуй, как говорят, со своим караваном, блядь, или что там, со своей, нахуй, метлой. Ты не можешь нести, блядь, там не тут уже. Так. О, бля, вот это самое интересное. В Башкортостане приставы отчитались о конфискации имущества должников для нужд СВО. В службе судебных приставов республики сообщили, что сначала СВО у должников изъяли 101 автомобиль, 24 смартфона, 12 бензопил. Позор, да? Кроме того, в зону боевых действий они отправили 9 лодок, 3 мопеда и 1 мотоцикл. Нахуя? Мотоциклы, скутеры, блядь, я хуй его знает. Сука, самокаты, блядь, ишаки и верблюды. Решение о конфискации имущества на нужды СВО принимается после согласования Минобороны Пидроссии. Потом вернуть имущество не было. Попыток вернуть имущество не было. Пояснили республиканские приставы. В службе отметили, что имущество чаще всего изымают у граждан повторно задержано за вождение в нетрезвом виде или имеющих крупные долги. Вот и все. Вот. До хрена тут новостей, блядь. Ой, мы это поставим. Вот опять, блядь, опять поп. Теперь в Анапе. Поп в Анапе. А, В Анапе попы пришли на очистку Черного моря от мазутного загрязнения. Служба на пляже Высокий берег провел настоятель храма Прёб, Серафима Саровского приоритета, что сезон 2025 состоится, на курорт приедет много гостей. Пиздец, нахуй, все, поп нахуй отмыл. И как раз об этом же уже кто-то говорил, блядь, об этом где-то слышал. Сказали нахуй, так, что придут нахуй сверху, скажут, что вода чистая, все, купайтесь нахуй, блядь, или там водка нормально, не отравете, все, пейте, проверим нахуй, и все, они пьют. Вот примерно и есть это лохи, быдло и так далее, блядь, люди, которые нахуй не уважают самого себя, нахуй, не уважают, блядь, свой народ и так далее. Это люди, которые реально в этой дуне продали свои нахуй души, блядь, этим шайтанам, блядь. Вот и все. Короче, Сарат Дур, то ладно, будем завязывать, наверное, с этим болтовней. Заканчиваемся также, наверное, да? И